Selam aleyküm. Saygılı teleseyirciler. Efirde 3 Filcan Kahve tele yayını ve onun alp barıcısı Şevket Mustafaev. Bağışlanız, lekin bugünkü sohbetimiz Rus tilinde olacak. Проблема, которую мы сегодня пытаемся поднять, настолько огромная, настолько влиятельная, настолько сегодня она хрупкая, что говорить о ней приходится только в очень восхитительных тонах. Проблема, которая сегодня будет озвучена, это крымско-татарские деятели искусства. Крымско-татарское декоративно-прикладное искусство. Художники, скульпторы и все те люди, которые своими руками создают богатство, которое ценится многие века. Для сегодняшней беседы мы пригласили на сегодня, наверное, одного из самых крупных деятелей крымско-татарской культуры. Это Мамут Чурлу, заслуженный художник Украины. Хош келдиңиз. И в гостях у нас молодой, но, как говорят, подающий очень большие надежды, художник-дизайнер Зубейр Кадризаде. Хош келдиңиз. Мамта, вот я, изучая ваш творческий путь, случайно наткнулся вот на такие интересные высказывания, которые вы сказали 10 лет назад. Культура Крыма является достоянием не только крымчан, но и всего мира. Стало быть, сохранение этого бесценного наследия – один из путей, ведущих к согласию, взаимопониманию между народами, взаимообогащению культур, решению многих вопросов, остро стоящих на сегодняшний день. Это было сказано 10 лет назад, но насколько актуально, насколько современно звучат эти мысли. Вы сегодня не изменили своей позиции? Или эти мысли, можно сказать, сегодня уже на другой волне? Те проблемы, которые меня волнуют сегодня, те вопросы, которыми я сегодня занимаюсь и разрешаю, как раз они как бы в русле вот этого сказанного находятся. То есть возрождение и развитие традиционного искусства крымских татар, искусства коренного народа, искусство абсолютно крымское, которое несет в себе историческую, духовную информацию с очень там древних времен. Это десятки тысяч лет. Вот расшифровка знаков, символов, она показывает, что это необычайно древние пласты культуры, именно крымской культуры, которые, они соприкасаются со всей мировой культурой, естественно, но имеют свои индивидуальные особенности, которые сложились вот, в историческом процессе формирования коренного народа своей индивидуальной особенности. И мы занимаемся не только возрождением, но и развитием, потому что современные условия, они требуют приспособления к ним, этой культуры. Ну тогда расскажите о начале вот вашей деятельности, как вы начали. Вот мы знаем, очень сейчас сегодня хорошо развит крымский стиль. Ваша группа Чатырдах, которая была и даже сегодня, наверное, существует, подготовка молодых специалистов. Расскажите о начальных шагах. Ну, начальные шаги – это просто знакомство с какими-то элементами своей культуры. Это как бы в Средней Азии мы были отрезаны полностью от своей культуры, но какие-то моменты, там вот эта вот коллекция нашего актера, артиста Мерова, меня Зарема Трасинова привела к нему, я познакомился с этой коллекцией. Потом, значит, обнаружился один такой единственный сохранившийся вид традиционного искусства – килимы. Вот в Ферганской долине ткали в поселке Палванташ, там таракташские выходцы из Таракташа, они ткали килимы, я там
мои родственники, друзья помогли, повезли меня туда. Как бы экспедиция получилась по сбору материала. Я фотографировал, все это изучал. Уже приехав в Крым, познакомившись здесь с музейными коллекциями, значит, там Ялтинского музея, Бахчисарайского дворца, возникло понимание, что надо восстанавливать свою культуру практически с нуля. То есть в депортации почти оно ничего вот не осталось. немножко там ткали, потому что там был дефицит ковровых изделий, и как бы заменить было нечем, и они восстановили таракташские. Плюс там свадебный обряд требовал, чтобы у невесты в приданом было пару килимов. Вот. И вот женщины сами ткали вот это вот приданное. А перед этим у меня был большой опыт общения с культурами народов Средней Азии, узбеков, киргизов, таджиков. Это вот то, что я сам занимался текстилем, интересовался этими культурами, ездил в экспедиции, был во многих музеях. Вот Институт искусствознания имени Хамзы, они как-то меня притянули, я от их имени ездил на международные конференции ЮНЕСКО с докладами, с научными по анализу вот, традиционного искусства среднеазиатского ковроделия, в частности. Вот. Ездил в экспедиции по сбору, по закупке материалов. Это был удивительный, фантастический мир для меня, как для художника, удивительный мир народного искусства. Живой, там это все сохранилось, все это там продолжалось, это просто невероятно. У меня осталось огромное количество фотоматериалов того времени. То есть у меня уже был большой опыт общения с народным искусством и понимание, какое оно должно быть. И в Крыму уже представляли. То есть, когда вы вернулись в Крым... Я вернулся в Крым, уже понятно было, что надо, как надо, к чему надо приводить это все состояние, вот к такой, как бы, вот я говорю, море искусства, океан искусства. В каждом доме что-то делают там. Вышивают, ткут, значит, там, керамикой занимаются, там целые промыслы. Вот. И первый же опыт был, это когда, значит, вот, создавался этот музей крымско-татарский первый, и от этого музея была экспедиция в Таракташ и в те районы по сбору материалов по килимов, опять же. Выяснили, что очень много мастеров, вот, которых я в Палуанташе даже не знал, не видел, они были раскиданы по Узбекистану. Вот, мы 80 фотографий сделали килимов. Вот, тогда с нами ездил фотограф Рифхат Якупов, который с Татарстана. Он все это фотографировал, собирали материалы, и возникла идея, значит, вот это все восстановить, какой-то грант. Значит, в то время это модная была тема грант. Вот этот грант написала Фатима Асанова, директор тогда этой галереи, значит, вот. И на деньги американских налогоплательщиков, спасибо им, значит, вот этот проект заработал. Вот, там было много всевозможных нюансов, сложностей, но, знаешь, все хорошо, что хорошо кончается, да. И в результате окончания этого проекта я сделал большую выставку в 96-м. И как бы мы завесили все стены прекрасными килимами. И первый раз мы почувствовали вот эту силу и мощь своей культуры. Да, вот, на эти американские деньги. Вот. Эта помощь, поддержка, она как бы была... Вовремя, да, оказана как раз. Она как бы еще и была разумно и профессионально использована, потому что в то время очень много было грантов всевозможных. Которые исчезали неизвестно где. Не просто. Там, это непростой вопрос. Дело в том, что было много грантов по восстановлению культуры, это традиционной, это самое, прикладного искусства. Но там вопрос был поставлен методологически неправильно. Людям казалось, что если они восстановят технологию, в частности, вот восстанавливают технологию вышивки, махлама, допустим, да, но не стоял вопрос о восстановлении художественных
особенностей, то есть орнаментов. Никто не знал орнаментов. Всем казалось, что только научи Очень просто технологии Да. вот этой, и этого достаточно. А И оказалось- сразу все начнут вышивать. Да, начали вышивать. Лебедей всяких там начали вышивать. То есть Розочки, как это, культуре не меньше, не- какой, да. То есть они обучили технологии, но они не дали второго компонента, очень важного. Именно художественная традиция. Традиция – это ремесленная традиция и художественная традиция. Так вот, этот проект закончился благополучно тем, что там вот это все было совмещено. И вот эти деньги не были потрачены зря. Примерно в то же время я уже как бы вот вместе в сотрудничестве с издательством «Крым-Учпедгес» был издан мое пособие для школы, детских садов по орнаменту. Там уже были, значит, как бы отобраны орнаменты килимов, орнаменты вышивок. Это уже началось мое изучение и какая-то систематизация этих орнаментов, которая как бы она приобрела свое как бы достаточно законченный вид через 10 лет только. В 2005 году, когда вот создавался этот проект «Крымский стиль». Когда вот эти все символы и знаки были в какой-то степени расшифрованы. Вот, я собрал группу молодых художников. Ну, об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Да, Хорошо? вот крымский стиль, да, да. ну, хорошо, да. Так, у нас сегодня в гостях еще художник-дизайнер, молодой наш Зубейр Бей. Зубейр Бей, когда вы сказали, что вы из Судака, у меня сразу же какое-то внутреннее такое напряжение возникло. Юго-восточный Крым, ведь... если бросить такой исторический взгляд, достаточно мощный источник художников. Возьмите Айвазовский, Куинджи, Максимилиан Волошин. Еще много-много можно привести примеров, которые работали и жили в этих краях. И вы тоже. И вообще, юго-восток Крыма – это что, специальный такой источник для художников? Или это просто случайность? Как вы себя ощущаете в этой сфере? Ну, во-первых, я, естественно, то, что мои предки по маминой стороне и по отцу частично из Судака, я там оказался по воле Всевышнего. Это первый момент. Второй момент, это действительно, это вы правильно сказали, что там Айвазовский работал, Волошин. Я вообще, когда только приехали мы в Крым, я сразу попал в изо-студию. У нас в Судаке есть, была изо-студия. Шевченко и Виктор Иванович, он был руководителем. Сейчас другой человек. И я, когда попал в эту студию, я просто, кайфовал, можно сказать. Почувствовал, да? Да, я почувствовал свою стихию. Творческую обстановку. Очень. Я даже думал, быстрее бы пары в школе закончились. Побежать в изо-студию. Я там до вечера, до позднего вечера работал и по ночам домой возвращался. Не чувствовал эту усталость. А вот у художника есть какое-то свое направление? Или он, так сказать, выбирает состояние души? Сегодня это захотел, завтра вот это. Или есть у него какой-то специальный конек, на котором он любит кататься? Это приходит со временем. В начале всегда человек ищет, художник обычно ищет в студенческие годы. У меня лично с детства тема к национальным, к домикам, вообще к быту, культуре уже была. Уже какие-то зачатки были. Но училище и тому подобное. Потом с Мамутагом вместе. Я давно, в принципе, знаком с Мамутага, уже с 2000-х годов. А так тесно стали буквально недавно работать. Я уже с убеждением уже смотрю на направления, уже я какие-то нащупываю свои направления и в живописи, и в дизайне. То есть уже прорисовывается какой-то... Ваша творческая аура. Аура, да. То есть есть куда идти, есть направление, есть задача. То есть это меня и мотивирует, так сказал. Sağ olunuz. Buyurunuz biz birer kahveyi de neteyik. Karan.
мы сейчас определили о том, что крымско-татарское декоративно-прикладное искусство прошло буквально семимильными шагами восстановительный процесс. Потому что мы помним, естественно, в депортации у нас ничего не осталось, все исчезло. А сегодня, скажите, пожалуйста, вот состояние сегодняшнее крымско-татарской искусствоведческой сферы, оно для крымских татар достаточно или нужно сделать еще что-то большее? Вот в ваших работах, которые вы делаете, нужно расширяться, открывать новые школы, новые направления. Государственная поддержка должна быть. Или оно вот как сегодня течет и должно вот так же сохраниться? Мы сегодня достигли, я считаю, что больших успехов. У нас на последней выставке участвовало 60 мастеров. Мы показали около 400 работ в самых разных направлениях. Но мы должны видеть примеры. К примеру, допустим, да, как этот процесс организован в других местах. То есть сравнить, посмотреть на уровень. Сравнить, да. Допустим, я был в Узбекистане в 2011 году, делал там персональную выставку в Академии художеств. И познакомился с их системой, значит, обучения в этом секторе. Значит, в Узбекистане нет просто музыкальных школ. Там школа искусств, где есть отделение народного декоративно-прикладного искусства. В Узбекистане нет просто музыкальных училищ. Там есть училище искусств, где есть отделение традиционного прикладного искусства. В Узбекистане есть особое отношение к мастерским художников, где работают там не один человек, они как производственные мастерские, они освобождены от налогов. Они все там ярмарки и торговые базары, они обязаны представлять им лучшие места. Они беспрепятственно торгуют на весь мир по интернету своей продукцией. То есть таким образом они заполняют, значит, привлекают туристов. Они, свой внутренний рынок заполняют своей продукцией и привлекают туристов, заполняют весь мир. Их продукцию, вот я видел в Турции, в крупнейших там Капалы-Чорши с Узбекистана сразу видно масса продукции. Туда везется. Я когда был в Бухаре, я увидел просто немыслимое производство. Там вышивки, там весь центр города отдан художникам. Там везде мастерские, кто-то дерево, кто-то там посуду металлическую делает. Весь центр отремонтирован, все эти старинные здания, все это сделано для туристов. Для того, чтобы привлечь вот эти вот инвестиции в республику. И там вот эти туристы толпами ходят, для них огромный выбор. Антиквариат там продается в огромном количестве. Я столько в Стамбуле не видел, как в Бухаре. Я просто был поражен. Вот тому размаху. На очень серьезном уровне. На очень серьезный размах, когда народное искусство там не погибло, там целые села, целые поселки городского типа, целые города вышивают. Я был вот на производстве одного араба, там, там исторически живут арабы в Узбекистане тоже, как этническая группа. У него целая вот как маленькая фабрика. Там, тысячи этих сюзанне вручную сделаны, высочайшего, он сам художник, высочайшего уровня, высочайшего качества. Он их на весь мир продает, и у него магазин там в старом городе, целое место. Я вот показываю, как, значит, и отношение к традиционному искусству, и как оно экономически влияет на бюджет. Да. Смотрите, Мамтага, вот у нас сегодня в Крыму 300 поселков компактного проживания крымских татар. Если взять, и, например, даже в 10-й части их, открыть вот эти школы, которые вы говорите, совместить музыкальную школу, школу художников, декоративного искусства, все это сделать и сделать школа искусств. Возможно это сегодня в Крыму сделать?
Я думаю, что вопрос не совсем правильно поставлен по поводу компактных поселков компактного проживания. Это должно быть в программах вообще всех крымских школ, традиционное искусство Крыма. И человек любой национальности должен на уроках труда приобщаться к этому. Нам нужно разработать программы определенные. Вот. И впоследствии цель какая? Чтобы создать производства, на которых люди вне сезона могли бы производить продукцию на туристический рынок. Зачем нам везти из Китая? Вот это все заполнено, весь туристический рынок заполнен мусором в Крыму, просто мусором. А приучать туриста приезжего более качественной художественной точки зрения и уникальной продукции именно чисто крымской, которая могла бы быть разного ассортимента, там и дешевая, и средняя, и дорогая, потому что сегодня, когда, значит, мастер один там, или два, нам удалось создать, допустим, 60 мастеров, для Крыма это ничего практически. Когда будет 1000 мастеров, тогда это будет чувствоваться, значит, на туристическом рынке. 1000 мастеров, это может быть по 1000. То есть уже завести... Да. А 60, когда он делает эту работу, значит, вручную... Ну, штучное производство. Да, штучное, да. Она дорогая, и для туриста, основной массы туристов, нужно, чтобы было недорогое. Значит, для этого должно быть организовано производство, где налажен выпуск какими-то современными технологиями и штучных изделий, и в то же время массовых, дешевых, которые бы по своему художественному уровню не уступали вот этим штучным. А государство может влиять на этот процесс? Ну, вот сегодня у нас я Республика рассказываю, как это делается в Узбекистане, как оно влияет. Оно дает преференции мастерам, во-первых. Вот. То есть налоговое обложение минимальное, налоговые, даже да, на нулевом. значит, да, и, значит, для таких производств. Я не говорю, там каждый мастер, никто налоговой не будет заниматься. Я имею в виду, вот там производство, какая-то мастерская, там 10 человек работает, допустим. Если они выпускают именно такую продукцию, значит, для них налоговые преференции. Им первое место на ярмарках, на выставках. Я говорю, вот как Бухара, яркий пример. Я был просто поражен, насколько разумно там все это сделано. Весь центр исторический города отдан вот этим всем мастерам. И там на высочайшем художественном уровне продукции. Естественно, со всего мира люди хотят туда приехать и что-то купить. Конечно. Естественно, понятно, совершенно. да. В Крыму у нас, к сожалению... Ну, если бы у нас какой-то исторический центр был восстановлен, там, в Бахчисарае, или в Карасу-Базаре, в Старом Крыму, допустим, да. К этому, эта программа не на 1 год, но маленькими шагами можно было бы к ней подойти. Допустим, с одной стороны, составить программу обучения в школах, допустим, где-то начать на среднем уровне. Это уже уровень Министерства культуры, наверное, Министерство культуры, Министерство образования. С программой? Нет, оно должно поставить задачу разработки программ. А мы можем найти людей, которые это и проконтролируют, чтобы это было на качественном уровне. И провести первые эксперименты. Там. Это не значит, что во все школы сразу вести. 1-2 школы. Это программа лет на 10, как минимум. Но она должна... Потихонечку, понемножку, вот полученный опыт можно распространять уже дальше, действовать. Да, допустим, в каждом крупном городе специальная точка, которая имеет вот эти вот преференции налоговые и прочие, потому это что понятно, это уникальная продукция, она может, надо про этого туриста приучать к ней, нужно время, и если просто на равных основаниях будет платить налоги, нет, конечно, эта точка, она может не вытянуть. Ей нужны преференции. То есть в этом плане поддержка государства. То есть оно не должно заменять нас, художников. Нет, оно должно просто помочь, если у него есть понимание, что такое традиционная культура, ее роль в обществе, допустим, и какая традиционная культура должна быть, допустим. Вот. Такой же вот я видел на Западной Украине, это вот Ивано-Франковской области, там целый район живет прикладным искусством. У них нету развитого сельского хозяйства, у них там горы, хутора, там одно село, вот село Космач мы были там, да, 400 квадратных километров, одно село.
Потому что по горам вот так вот эти домики разбросаны, все, там ни трактор не пустишь, там не вспахаешь, потому что вот эти все, вот. И они чем живут? Они производят вот эти лижники, допустим, вот шерсть, там речки, шерсть моется в речках, допустим, они там маленькие цеха, где они ее распушают, и в каждом доме, у каждой женщины станок, который она ткет. У них в Косев, это центр районный, там училище художественное очень высокого уровня, сейчас это Академия художеств, которая готовит специалистов во всех, там вышивка, литье металла, кузнечное ремесло, керамика, все. И у них базар, рынок оптовый, где они раз в неделю, вот эти все выходят, выносят, да, и оптовики приезжают с России, с Белоруссии, с Польши, со всей Украины. Там дерево, леса много, там резьба по дереву у них, изделия из дерева, все оптом скупают все эти вот эти одеяла, лижники, эти там вышиванки, эту керамику. То есть у них налажено и производство, и его реализация. Вот. И целый район, который не может там сельское хозяйство в таких масштабах развивать, он живет за счет производства вот этих вещей. А у нас в Крыму, в принципе, зимой люди освобождены от каких-то... Можно вот, заниматься. Можно заниматься вне сезона. Понятно, согласен. Молодые художники сегодня пытаются выразить внутреннее состояние. Скажите, пожалуйста, вот сегодня что волнует молодых художников? Какие проблемы они пытаются передать? Что в душе у них заложилось, то, что можно перенести на полотно? Вот, и если вот так вот бросить взгляд на свое творчество. Ну, молодых художников также беспокоит эта же проблема самоидентификации, наверное. То есть очень популярна среди молодых и национальная тема, тема именно еще духовная, потому что это еще стало каким-то вот сегодня эпохой возрождения духовности. Вот. Эти темы тоже затрагиваются в работах. Я знаю там несколько художников, которые пытаются как бы какие-то мысли заложить. Ну, я сам в том числе тоже есть кое-какие мысли. Вот, планируем выставку небольшую сделать. Ну, прям на таком серьезном глобальном еще уровне еще нету пока. Пока еще не... Я не вижу, да, и, во-первых, среда немножко не та, как бы, чтобы развивались так. И мотивации такой нету, два. Третье, молодежь в основном занята поиском на заработки. Вот. Ну, то есть бытовые, обычные бытовые проблемы. Вот я уже просто... То есть художнику сегодня заработать сложно, да? Ну, если так, по большому счету сказать, наверное, да. Но если это любить и захотеть, можно. Просто нужно знать, куда идти, в каком направлении. Вот я познакомился, как вы оформляли джами в Харасу, соборной мечети. Скажите, вот какие главные идеи вы пытались вложить в это джами, когда занимались его оформлением? Здесь получилась работа в соавторстве с Мамутага. Ну, идея наша была основная – единство уммы, единство народа через орнаменты, через цвета, там, я бы сказал, переосмысление. Потому что мечеть, сегодня у нас мечети есть старые, допустим, Ханский дворец, Джума-Джами, но практически не сохранились росписи. Ну, мы видим, по камню что-то осталось. И эта мечеть в Харасу-базаре больше как был такой некий эксперимент. То есть синтез, я бы так сказал, в монументальном искусстве немножко свои тонкости есть. И здесь мы с Мамутага делали такой опыт, творческий эксперимент. Ну, идея вот именно в этом была, да. Мамутага, вот разговор пошел про орнамент. Мы, крымские татары, автохтонное население Крыма. Мы здесь родились, мы здесь живем и развиваемся. Значит, все, что было в Крыму, каким-то образом касается нас. Вот при своей работе вы ощущаете вот эту связь с
древнейших узоров, которые находят сегодня в Крыму, и сегодня узоры крымских татар, они каким-то внутренним вашим состоянием соединяются, или это, так сказать, просто воображение? Я имею в виду крымско-татарские узоры, которые Мы их находим в своем традиционном искусстве, довоенном. Так. Это вышивка, это ткачество, это там в архитектуре тоже элементы некоторые тоже мы находим. И я их изучаю и анализирую, и сравниваю с другими как бы артефактами мировой культуры, я просто вижу их древнее происхождение. Когда мы понимаем их смысл, мы понимаем, что это в принципе код народного искусства, он у всех народов один. Это главная тема, это продолжение рода. И это в основе очень многих культур. Это вот мы изучаем там и культура Японии, культура Индии, культура Китая, древние культуры, в которых заложен этот код, продолжение рода. Но у нас он по-своему выражается в своих знаках и символах, которые сложились в нашей культуре, в нашем искусстве, которые нас отличают от других народов. Скажите, пожалуйста, вот мы знаем, что Крымское ханство в основном опиралось на ислам. И по понятиям ислама изображать людей и животных было запрещено. И в связи с этим крымское декоративное искусство развивалось каким-то своим специфическим образом. Не сказалось ли это сегодня является недостатком или выигрышем? Вот то, что не позволяли изображать людей, сегодня не хромаем ли мы в этой сфере? Дело в том, что вот эти древние знаки и символы, о которых я говорю, они идут еще с тех времен, когда не было ни иудаизма, ни христианства, ни ислама не было. То есть они идут с очень древних времен. И когда люди зашифровывали информацию, геометрические формы и символы. То есть эти фигуры... Тоже они... там есть антропоморфные фигуры, допустим, у нас, да. Но они геометрические, их можно знать, прочитывать, можно не знать, не прочитывать. Вот. То есть это знаки и символы, которые под собой имеют значение там, человека определенного пола, определенного возраста. И для этого не надо совершенно в этой системе знаков само изображение. Хотя в исламе есть разрешение на изображение. Речь идет где? Вот, допустим, на коврах, на тарелках. Мы знаем культуру ислама, что была вот исламская керамика. Там есть масса изображений и людей, и животных. Собственно, сам запрет идет от чего? Что это была борьба с язычеством, потому что до ислама арабы поклонялись всевозможным там фигуркам, идолам, да. Но чтобы эту проблему сразу решить, значит, ну вот запрещено все изображать и все, значит, чтобы не было. Но в тех случаях, когда там ковру игрушка детская не запрещалась, она могла изображать там человека, животное, да. То есть те вещи, которым человек не будет поклоняться, тарелки вы не будете тарелки поклоняться, правильно? Ну там еще как-то к этому это самое. А сегодня вы посмотрите, газеты, радио, телевидение, оно все на изображениях построено. И существует исламская и пресса, и кино, и телевидение, везде есть изображения. Хотя там много есть хитрых объяснений, что это там не человек делает, что это аппараты делают. Но кнопку всегда человек нажимает. Понятно. И неважно, какой инструмент, у него в руке карандаш или фотоаппарат, все равно он руководит этим процессом, понимаете? Ясно. Поэтому это просто борьба с язычеством. Но я хочу сказать, что это к исламу не имеет отношения. Этот язык, он, может быть, в той степени имеет отношение, что он сохранился, что он не противоречил нормам узоров, ислама. он древнее Узоры, всех этих. он сохранился в женских видах искусства. Это ткачество и вышивка. Это в доме, когда женщины ткали элементы приданого. И свадьба была главным событием жизни. Свадьба происходила для продолжения рода. И вот эти все знаки, символы, они все говорят об этом. Все пожелания продления рода. Sağ olunuz. Сделаем еще один перерыв.
объяснять нашу тяжелую судьбу, рассказывать о депортации, о тех потерях, которые мы претерпели, о том, что мы, возвращаясь, вот не все еще смогли восстановить. Все это можно объяснить. Меня сегодня больше волнует вопрос, почему наша культура развивается таким быстрым темпом, а восприятие народа этой культуры, к сожалению, отстает. Вот сегодня у нас прекрасные декоративные всякие, вот возьмите даже сегодня вот у нас джезвелер прекрасный, табахлар, я уже не говорю про другие, которые творят наши мастера. Но когда мы заходим в дом к крымским татарам, мы не ощущаем, мы не видим эту красоту. То есть хозяева или еще не доросли до того, чтобы купить или просто приобрести его где-то и дома разукрасить свой дом, или еще просто не понимают значимость. Вот как объяснить вот это несоответствие с тем, что у нас есть и что, к сожалению, вот доходит до людей? Я бы сказал, что не совсем так. Значит, немножко ситуация немножко другая, да? Дело в том, что, допустим, вот последняя выставка показала, что был большой интерес, и большое количество людей уже ее посетило, да? То есть вот тот высокий уровень, который был показан, и он привлек большое внимание людей, большую роль сыграла и ваш канал, потому что он постоянно там ежедневно давал рекламу, значит, этого мероприятия. Но я хочу сказать, что вот с момента, как мы начинали свой проект, значит, вот килимы мы ткали, начали ткать 20 лет назад, а проект «Крымский стиль» где-то 12 лет уже, как он начался. Вот. Произошли изменения в сознании тоже, потому что вот спрос рождается предложением. То есть если есть что-то показать, нужно время, чтобы люди посмотрели, оценили и поняли, что это нужно, им это нужно. И начинали постепенно этим пользоваться. Вот сегодня в свадебный обряд восстанавливаются какие-то моменты. Я знаю, допустим, что вот каждая невеста уже должна, значит, принести в дом Куран-кап. Футляр для Корана. Тот, кто побогаче, он берет, значит, вот у нас есть магазины, там ручной работы. Кто чуть-чуть победнее, значит, он берет, там машинная вышивка есть. То есть современные технологии позволяют, выдерживая художественный уровень, значит, создавать качественное с художественной точки зрения произведение. Да? Вот. Ну и развелось, конечно, немало самодеятельных и халтурных каких-то произведений, с которыми мы боремся с этими проявлениями. Значит, ну, в целом позитивное такое получается. Вот невесты и там в подарок, допустим, пожилому человеку могут заказать марама вышивальщицам, которые у нас умеют, значит, сделать полноценную с художественным отношением, с орнаментом, технологией, двухстороннюю вышивку. Сделать элементы костюма в ручной вышивке, машинная вышивка предлагает. Очень спрос. Вот это предложение, оно родило большой практически спрос. Свадебные платья шьют всевозможные. То есть, опять же, к свадебному обряду возвращаются там подарки какие-то вот на свадьбу. Тоже там в тех же магазинах покупают, значит, ту же керамику, допустим, или еще что-то. Поэтому говорить, что как бы это потребление, оно всегда будет отставать немножечко. Это естественный процесс. Вот. Да? Другое дело, что я говорю, еще раз мы опять же к той же теме возвращаемся, что, значит, то, что сделано руками, оно дороже, да. Поэтому нужно налаживать производство какое-то. Удовлетворять, допустим, весь спрос. И делать ассортимент, чтобы это было хорошо сделано, но было дешевым, допустим. Ну, в частности, вот там машины, автоматы, они помогают сейчас удешевить, и какая-то такая продукция тоже есть. И еще один вопрос. Работают ли наши мастера сегодня с драгоценными металлами, камнями? Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что, допустим, ну, в Украине, по-моему, там как-то это было немножко
вопрос сложный. А как по законодательству Россия Российской еще- Федерации, не знаю, как они работают, мне очень трудно говорить. Я не в курсе. Это нужно со своими... То есть у нас пока специалистами. специалистов... Не, у нас специалисты есть? Есть, но я не знаю, как они, работают? ли они, как, например, вот фирма Дюльбер, где руководит мой ученик Ислямов Мехти, когда были в Украине, у них, по-моему, была эта лицензия, и я видел их в Киеве на выставках, они работали с драгоценными металлами и камнями на очень высоком профессиональном уровне. Было. Они много всевозможных призов получали, грамоты, а что сейчас, мне трудно сказать. И скажите, сегодня вот в Крыму существует какое-то место или аукцион, где реализуют работы художников? Или это, так сказать, каждый решает сам по себе? Вопрос. Скажу так, реальность. Значит, у нас в Крыму, так же, как и бывший СНГ, нету этой системы серьезной, как на Западе, галеристов. Вот есть галеристы, есть художники. Там это очень на высоком уровне, там это все раскручивается, продаются за большие деньги. То есть художников выискивают, то есть их отбирают. В Крыму у нас идет как бы еще, если касательно просто живописи, это, ну, таком, чисто как по старинке, да, вот у нас покупаются картины, просто Художник как рисует, потом классическая, сам да. выставляет его, да? Да, пейзажи в основном, натюрморты, ну, на таком очень простом уровне. А вообще в Крыму я, например, лично сам, почему стал работать и в дизайне направлении, потому что там я, например, вижу больше актуальных задач, во-первых, вот насчет домов, да, мы говорили, очень много у меня так получилось знакомых и архитекторов, так получилось. И я вот часто и сам интересовался с детства национальным стилем дома, интерьеров. Вот, соответственно, там и роспись, там и живопись можно применить. То есть главное найти необходимую актуальную ситуацию. Вот сегодня у нас в Крыму среди крымских татар очень стала развиваться, ну, как скажем, не знаю, мода или как правильно это назвать, делать интерьеры в национальном стиле. Особенно это кафе, рестораны. Вот это раньше это как-то было так размыто. Ну да, раньше вообще у нас... Сегодня уже возникла необходимость уже более четкого стиля. То есть Мамутага тоже мы сделали несколько. То есть вы готовы предложить потребителям национальное оформление крымско-татарских домов? Интерьера внутренних, домов, внешний вид, дизайн участков. У Ландшафтный. нас уже есть опыт. Уже есть. В национальном стиле разработано. Мы оформляли мечеть, мы оформляли там чебуречную, кофейню, ландшафтный дизайн делали вокруг ресторанов, значит, вот этих объектов. То есть, значит, у Зубира есть опыт создания интерьеров жилых помещений, жилых домов. То есть тенденция такая существует, и она как бы достаточно устойчивая. Да. Мне кажется, что вот это очень хорошее направление, потому что посмотрите на наши поселки. Мы же строили кто что умеет, да, лишь бы что-то. Они невыразительные, не подчеркивают хозяина даже просто. А ему, наверное, хочется выразить себя не просто там этажностью. В данном случае у меня претензии к архитекторам, потому что с момента приезда в Крым они должны были задать параметры современной национальной архитектуры. То есть вот те элементы, которые сегодня вот там, естественно, раньше жили в маленьких домиках, Ну, да. там определенные были значит, возможности, строительные материалы другие. Сегодня другие строительные материалы, другие запросы. Но есть очень много элементов традиционной архитектуры, ценных, которые мы могли бы использовать сегодня. Они, к сожалению, не используются. То есть архитектура Да. предложить пока ничего не может. Да, народ строил сам, каждый сам себе голова, и татарский дом видно сразу, потому что он пристроил дом, тут же начинает переделывать, Что-то, да. пристраивать, потому что он идет путем ошибок, Да, которых могло не быть, потому что он приехал с одних климатических условий, Конечно. другие. Значит, и с ним нужно было работать, просвещать людей. Этой работы было не было сделано. Ее не сделано до сих пор.
Очень жаль, конечно, что вот у нас нет таких вот архитекторов, которые могли бы предложить уже сегодня. Сформулировать. Да, готовые что проекты. Я думаю, что... Нет, проекты у них есть. Есть. Но именно вот в то, что... Концепции, я не знаю, может быть, она есть, но я Но с ней пока не никто знаком, не озвучил, да. чтобы она на уровне просвещения населения шла, эта концепция. Понятно. Sağ olunuz. Biz bugün çok meselelere baktık. Kırım Tatar medeniyeti bugün görüyük. Tiyatrımız alayıq, muzikalı sanatımız alayıq. Bana ressamçılık, dekoratif tarafından pek büyük işler yapılıyor. Ben isterdim ki halkımız bu işi gerekli gibi baksa, gerekli gibi kendine çekse de, gerekli gibi elinden yardım etse şu sayhaya da, bu sayha tezce halkımızın yaşayışını yaraştırsa. Bu hepsi bizim yaşayışımızı dülberletmek için. Bizim yaşayışımız öyle bir yüksek noktada olmak gerek. Biz hepimiz kendimiz men Kırım Tatarıyım diyende guruldan aytmak gerek. Bana bu bizimki, bana bunu bizimkiler yaptı diyen laflar içimizden çokça çıksa. Ben pek isterdim ki gidişatımız, bana görüyük, pek yaxşı işler yapıldı, yapılıyor. Hem dünyaya halkları medeniyet gösteriyor. Onun için saygılı teleseyirciler, medeniyetimize elimizden geldiği kadar çokça yardımcı olmak gerek. Onda o sayfada işleyen adamlar kendini gerekli, pek gerekli gibi duymak gerekler. O vakitler onların içindeki ruhları bizim türlü türlü medeni yapılan gerekli dülber şeylere çevrilmek mümkün olur. Biz seyirciler tarafından sizden daha başka bir neler bekleyik, bizi kuvandıracak. Yaratınızda Allah size kolay getirsin. İşlerinize mükafat. Sağ olunuz bugünkü sohbet için. Saygılı teleseyirciler, sohbetimiz bugün bitti. Görüşkünce sağlıkla kalınız.